Ну, как раз сейчас финальные бои идут, Ради Фарич. Наш парень Второе место занял Игорь 110 Копалов. килограмм. Последняя Новосибирская финальная область. схватка будет за финал. Прежде чем начать следующие поединки, давайте поприветствуем глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Приглашается весовая категория до 100 килограммов. Борьба за третье место. На ковер А приглашаются Арсентьев Никита, Челябинская область, Жамбаев Марат, Оренбургская область. На ковер С приглашаются Наумов Алексей, Краснодарский край, Женхо Назар, Иркутская область. На ковре А встречу обслуживает бригада судей в составе: руководитель ковра Виталий Павлов, судья международной категории Республика Коми, арбитр на ковре Гигам Саидян, город Шахты, Ростовская область, судья международной категории, боковой арбитр ковра А Максим Бобро, судья всероссийской категории, Кировская область. Мурат, вставай, что ты сидишь там, руку снизу, Ты что, бешбармак может пришел, что ли? Давай руку снизу! Вы ругаетесь на спортсменов? Ругаетесь или рекомендуете? Я не ругаюсь, но подсказываю. А что не так сделали? Я ему сказал, руку снизу. Тот высокий, а он низкий. Ему удобно руку снизу и забедрить. Давайте посмотрим, что там сейчас. Он сделает сейчас, наверное, я думаю, если он борец хороший, сделает вывод с этого. И возьмет, что ему надо. А там кто, ваши спортсмены? Нет, это не можно, я просто за него болею. А вы кто? А я с Чеченской республики. Вы приехали сюда с кем? Я приехал, привез команду. Какую, откуда? Чеченская республика. Рамзан Ахмадович. У вас сильные спортсмены? Да, у меня здесь сильный, потому что старший тренер России мой ученик, который Кто? здесь сидит, Дугучиев Ислам Батыр Султанович. Он сидит, видите? Вижу. Старший тренер России. Как И ваши спортсмены выступают? один стал первый, один второй и три третий заняли. Достойно. Ну, 65 регионов России здесь, 500 участников. Хороший турнир. Все любят Башкирию, приехали к вам в гости. Спасибо. Очень хороший турнир. Спасибо огромное. Спасибо вам. Марат, надо! Эй, давай! Победу одержал Арсентьев Никита, Челябинская область. Стал бронзовым финалистом весовой категории до 100 килограммов. У нас очередные спортсмены сейчас выйдут. Кого ждем? Оганесяна Жору. Наши будут? Вот он и наш и есть. Финальная встреча, борьба Мальчик с за Белорецка. место Ну, как бы весовой растет. категории до Молодой, 110 перспективный, килограммов. тяж. Встречаем представителей Вчера у нас один Республики чемпион был, это Башкортостан, Кандалин Илья, Оганесян города Жора, Вот сейчас объявляют, давайте послушаем. Столярук Артем, Московская область. Схватка будет жаркой? Нас же. Ну да, я думаю, жарко, все настроены на победу, конечно. Ну а какие перспективы у наших спортсменов? Как мы вообще здесь выступаем? Ну, вчера у нас один был чемпион, и мы надеемся на сегодня на Жору, что он станет чемпионом. Ну, хорошо. В какой он у нас одежде, какого цвета? Красного. Красного. Вот он у нас, наш спортсмен из Белорецка. А какая весовая категория? 110 килограмм. 110 килограмм. Ну что ж. А тренируется в Белорецке Жора где? Там есть условия? Там спортшкола,
по спортивной борьбе. Недавно открылась. Тренируется заслуженного тренера Валерий Петрович Коробов. Так, ну что ж, давайте поближе немножко подойдем. Представляю судейскую бригаду финального поединка. Ух ты! Ну, сейчас Жора произвел бросок, бедро называется. И сейчас должен положить туше. Все. Все, что ли? Да, чистая победа. Жора бросил. Прямо так быстро? Не успел представить судейскую бригаду, зато я представляю победителя первенства России весовой категории до 110 килограмм Оганесян Жора, Республика Башкортостан. Поздравляю, молодец. Красавчик. Несколько секунд Ну, тут видно же, что наш парень. награждение весовой категории до 100 Красавчик, килограмм. молодец. Затем сразу же весовая категория до 110 килограммов. Мы не успели даже спросить старшего тренера сборной Республики Башкортостан о том, какие у вас перспективы, раз вы и стали победителем. Слабый соперник? Да не, настроился хорошо. Настроился. А что значит настроиться для спортсмена? Подготовить себя психически и физически. Но больше психически. Вы в Белорецке тренируетесь, там хорошие условия? Да, там очень хорошие условия. Хорошие тренера, хорошие дети. Сколько лет вам? 14. Ух, ничего себе! Вы учитесь еще в школе? Да, в 8 классе. Ну что ж, поздравляю вас. А дальше что? Дальше больше. Согласна с вами. Посмотрим, что Ради Фаритович скажет. Давайте вместе. Спасибо. Поздравляем вас. Для приветствия участников соревнований и гостей первенства просим подняться на сцену главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Добрый день, дорогие друзья. Завершается первенство России среди юношей, посвященное памяти замечательного человека, заслуженного тренера СССР Владимира Алексеевича Бормана. Я надеюсь, что вы все уезжаете отсюда с хорошими впечатлениями от того, как мы организовали эти соревнования и в целом от нашего Башкортостана. Я хотел сказать, что мы с вами не прощаемся надолго, потому что, как вы знаете, уже в августе Уфа принимает чемпионат мира среди юниоров. И уверяю вас, это будут интересные соревнования, а к ним мы очень хорошо подготовимся. Позвольте мне поблагодарить все команды. Более 60 субъектов Российской Федерации приехали к нам в гости, более 500 участников. Хотел поблагодарить за то, что приехали, выступали, боролись. Кто-то победил, кто-то проиграл. Это спорт, надо это знать. И я просто хотел особые слова благодарности, конечно, сказать, как всегда, нашим тренерам. Спасибо вам, что вы воспитываете эту замечательную молодежь, даете им прекрасные навыки того, каким должен быть настоящий мужчина и просто хороший человек. Всем крепкого здоровья, успехов и до новых встреч. Спасибо, Ради Фаритович. Просим вас остаться для церемонии награждения. Почетное звание. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан присваивается Кариму Гайнединовичу Губайдуллину. Благодарственными письмами главы Республики Башкортостан награждаются Дамир Марсович Ахмедзянов, Виль Матихатович Галимзянов, Спасибо, Ради Фаритович. Сейчас просим вас провести церемонию награждения победителя и призеров первенства России весовой категории до 110 килограмм. Третье место. Шарипов Рустам, Оренбургская область. Третье место. Муидинов Рифат, Республика Крым.
Второе место. Склерук Артем. Московская область. Победитель первенства России по спортивной греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, весовой категории до 110 килограмм, Оганесян Жора, Республика Башкортостан. На сцену приглашается тренер победителя Коробов Валерий. Прошу остаться всех для общей фотографии. Дорогие друзья, гости столицы, мы надеемся, что впечатления, связанные с вашим визитом в Республику Башкортостан, останутся приятным воспоминанием в ваших сердцах. Желаем вам много удачи, реализации намеченных планов и больших побед. Спасибо вам, спортсмены! Как вам турнир? Отлично, спасибо. Понравилось? Нам очень понравилось. А Как как- всем понравилось? А как уровень спортсменов Я оцениваете? считаю, что мы лучше всех сейчас проводим. Серьезно? Да. Спасибо. Ради Борисович, как говорится, счет на табло, пришла же информация с Министерства спорта. 12 у нас будет участвовать, если все пройдет в Токио, в Олимпийской сборной России. 12 наших представителей. Притом, значит, гребной слалом 2, это Лавров. Значит, гребля на каноэ байдарках 3, наши 3 фехтовальщика. Значит, дальше карате 1 и бадминтон 2. То есть супер. 12 членов олимпийской сборной на сегодняшний день у нас готово. Будем болеть. Будем болеть, да. Ну, как вы сказали, Ради Фаридович, как минимум через 4-8 лет, чтобы по борьбе там в этом составе были наши. Вот эти вот ребята как раз. Реально, я говорю, мы Да. много усилий вкладываем. Как раз Даже вот эти чтобы ребята за это могут время 2 делать. таких крупных соревнований. В августе будет, Да. да, поэтому надеемся. что- Паралимпийцев 18 готовится. Ну, дай бог. Вот. Будем болеть. Будет за кого болеть Да, и да, с удовольствием. обязательно. Алексей, поздравляю. Спасибо. Хорошо, что приехали. До свидания. Ради Фаридович, хочу спросить про атмосферу. В зале, мне кажется, такие Самая единомышленники. лучшая атмосфера, да, самая лучшая атмосфера. Тренера радуются своих воспитанников, ребята переживают. Столько эмоций, кто-то плачет, кто-то там победил. Ну, самая эта атмосфера правильная. Вот в какой атмосфере наши дети должны расти. Ну а наш-то белорецкий спортсмен каков? Вышел Белорецкий за 2 паренек, минуты. раз. молодец. Октябрьский. Видите, побеждают даже не уфимцы. С Октябрьской школы, с Белорецкой школы. Есть возможность А заниматься. Белорецкую школу ровно год назад мы создали там спортивную школу, которая тут же начала давать результаты. Поэтому любые наши действия, когда мы как вот сажаем там такие саженцы будущих побед, вот оно дает. Ну, моя мечта, я говорю, олимпийский чемпион. Ну вот сейчас вам министр доложил о том, что наших 12 это да, спортсменов это здорово. Моя мечта же делегированы. личная есть. Моя мечта олимпийский чемпион по борьбе. Но это вот через 4 года вполне возможно претендовать. Посмотрим, как получится. Спасибо. Спасибо.